Отец Георгий, а как понять, что человек подходит тебе для вступления с ним в брак? Это очень сложный вопрос. Ну, прежде всего, наверное, вспоминаются слова апостола Павла, то, что христиане должны жениться, выходить замуж в Боге. Это что значит? За человека, который является также христианином. И почему это так важно? И почему мы настаиваем на этом? Конечно, это очень сложно. И человек, являющий христианином, это совсем не значит, что априори он уже подходит для вступления в брак. Тоже отнюдь нет. Даже близко нет. Но это один из критериев, на которые надо смотреть. Чтобы он был верующим. Чтобы дети воспитывались в атмосфере жизни Бога в их малой церкви. Малая церковь, семья. Важно, чтобы человек был по душе. Вот это, наверное, тоже очень такой важный критерий. Чтобы с ним действительно можно было и обо всем поговорить, и о главном в том числе. А главное это, конечно, вопросы религиозные. И чтобы ценности жизненные были тоже примерно одинаковыми. А ценности какие? Мы опять возвращаемся к вопросу о главном. Ценности – это и построение семьи должным образом, ведь у всего есть своя цель. И у брака тоже есть своя цель. Какая цель у брака? Вот чтобы корабль спасения, вот этот, да, семья, чтобы он приплыл к нужному берегу, вот этот корабль, через любовь. А что такое любовь? Это прежде всего жертва. Жертва своим временем, жертва финансами, жертва собой. Я не хочу что-то сделать, а я сделаю. И вот это, именно вот эти взаимоотношения, жертвенные, любовные, они меняют человека. И это и есть цель жизни человека. Ведь у всего есть своя цель. И цель брака – становиться лучше. Через воспитание детей в том числе, через дарение этой любви детям, через изменение себя в воспитании детей. Говорят часто, яйца курицу не учат, очень часто бывает, что именно так и происходит. Дети нас воспитывают. Но если ценности более-менее одни, и человек по душе, и симпатия есть, наверное, это критерии, которыми можно руководствоваться для вступления в брак. Но все очень индивидуально, никаких рекомендаций, сразу говорю. Лучше опираться на свои ощущения, иметь перед своим мысленным взором вот эти вот критерии и молитва Богу. Господи, если мне это надо, если будет полезно, чтобы этот человек был рядом, и если я смогу вот по-настоящему с ним прожить всю жизнь, потому что иначе смысла нет, тогда пусть будет по воле Твоей. Если мне это не надо, тогда пусть тоже будет по воле Твоей, и подскажи мне, чтобы как-то вот уберечься от этих обстоятельств.